Привет! Сегодня у нас особое погружение в мир Чингиза Айтматова. Одного из самых известных писателей Кыргызстана, это точно. Его книги знают, кажется, везде, переводы на 150 языков. Это же невероятно. Но мы сегодня попробуем посмотреть на него, скажем так, с западной точки зрения. Будем опираться на материал из британской газеты The Guardian. У нас есть их некролог 2008 года. Да, это очень интересный ракурс. The Guardian — это ведь влиятельные издания. Их взгляд важен. Именно. И задача наша увидеть Айтматова не просто как писателя, автора пронзительных историй, но и как, фигуру мирового масштаба. Как его видели там, на Западе. Какую роль он играл как культурный мост. Его дипломатическая работа уже после распада Союза. В общем, разобраться, что для западного наблюдателя было ключевым. Возможно, то, о чем на родине говорили меньше. Хорошо, давайте попробуем. И вот первое, что сразу бросается в глаза в статье The Guardian, это парадоксы. Просто невероятные контрасты в его биографии. Да уж, судьба сложная. Сын Торикула Айтматова, видный киргизский коммунист и жертва сталинских репрессий, арестован в 1937-м, расстрелян в 1938-м. Обвинение – буржуазный национализм. Страшное дело по тем временам. Да, очень показательный момент для той эпохи. И вот на этом фоне сам Чингиз Айтматов становится, можно сказать, обласканным советской властью. Высшие награды, Ленинская премия. Вот именно. Поразительный поворот. И The Guardian как раз обращает внимание вот на что, на уникальный синтез культур в его работах. Это, пожалуй, ключ к нему. Синтез культур, то есть... Смотрите, он вырос в ауле Шекер, у подножия Тянь-Шаня, с детства впитал киргизский фольклор, эпос Манас, эти кочевые традиции. Бабушка была сказительницей, это же очень важно. А мама Нагима Абдувалеева, татарка, работала в политотделе. Она приобщила его к русской культуре, к литературе. Ага, два мира с самого начала. Именно. Глубокие национальные корни, вот это мифологическое мышление, поэтика степи, и плюс русский реализм, мировая литература, которую он уже позже освоил в Москве. И вот этот сплав, он и создал его стиль. The Guardian даже использует такую, знаете, любопытную характеристику. Магический социалистический реалист. Ого. Магический социалистический реалист. Звучит, интригующе. Как это понимать? Как это работало? А вот смотрите, социалистический реалист — это понятно. Он же работал в рамках советской системы, писал о современности, о социальных проблемах, как и требовалось. Да, канун есть канон. Но магический — вот это главное. Он насыщал эту реальность глубоким символизмом, фольклором, мифами, притчами. Его проза, она не просто бытописание. Она всегда выходит на какие-то вечные вопросы. Человек и природа, космос. То есть это не просто соцреализм с киргизским колоритом. Не просто нет. Этот магический элемент, он из киргизской традиции шел. Он придавал глубину, универсальность. И поэтому его книги становились понятны людям самых разных культур. Они видели за советской действительностью что-то большее. И при этом, как пишет The Guardian, трагедия отца. Она же не могла не сказаться. Его взгляд на советскую реальность был сложным. Безусловно. Газета называет его советским патриотом, интернационалистом, человеком, который любил свою землю. Но слепым он не был. Темные стороны видел, трагедии видел. Но диссидентом в западном понимании не был, так? Нет, не был. The Guardian это подчеркивает. И тут еще один важный момент, который они отмечают – двуязычие. Да, он же писал и на киргизском, и на русском. Начинал на киргизском, а где-то с середины 60-х все больше стал писать на русском. Или, как он говорил, писал по-русски, а потом сам же авторизованно переводил на киргизский. И это, конечно, расширило аудиторию в СССР. Колоссально. Да. Но что еще важнее вот для нашей темы, сегодня русский язык стал для него мостом к мировому читателю. Большинство переводов на европейские языки шло именно с русского. И вот тут, как говорится, начинается самое интересное. Мировая известность. В The Guardian связывает ее с Джамилой, 50-й год. Он тогда учился в Москве на высших литературных курсах.
Да, Джемила, Луи Рагон, его знаменитые слова «самая красивая история любви на свете». После перевода на французский особенно Айтматова узнал мир. И это же конец 50-х, холодная война в разгаре, и вдруг такая вещь из СССР. Лиричная, пронзительная. Это была его визитная карточка, да. Но The Guardian интересно анализирует его дальнейшее положение. Они пишут «убежденный коммунист», но тут же добавляют, он не боялся поднимать острые темы. Болезненные. Особенно в перестройку, да. Упоминают Плаху, 86-й год. Именно Плаху. Ух, Плаха тогда наделала шума, это точно. Наркомания, коррупция, экология, духовный кризис. Об этом же не говорили так открыто. Совершенно верно. И как The Guardian объясняет, почему ему это, скажем так, позволялось. Автор некролога делает интересное наблюдение. Айтматов, поднимая эти проблемы, он как бы объяснял их не столько пороками системы самой по себе, А чем же? скорее изъянами человеческой натуры, понимаете? Жадностью, жестокостью, бездуховностью. Он исследовал общечеловеческие слабости, но на советском материале. Как пишет газета, он не был диссидентом, но у него было честное сердце и меланхоличная философия. Мгм. То есть он говорил правду, но через призму вечных дилемм. Вроде того. И вот эта позиция, возможно, и позволяла ему оставаться в системе, но при этом вызывать огромный интерес на Западе. Там ценили его честность, гуманизм, глубину. Это был сложный взгляд, не просто идеологическая критика. Да, и список тем впечатляет. The Guardian перечисляет. Фанатизм, жестокость, сексизм, вот критика патриархальных норм. Это важно. Дисгармония человека и природы. Да, вечные темы. Всегда на фоне этой невероятной, почти мистической красоты природы Центральной Азии. Он ее описывал с такой любовью. И всегда с верой в добро, в мудрость, в любовь. Первый учитель, прощая гульсары, белый пароход, и дольше века длится день, или буранный полустанок. Ну и 150 языков переводов — это же цифра, доказательство глобального охвата. Безусловно. И его творчество, оно действительно расширило границы восприятия советской литературы на Западе. Вот об этом мы и хотели поговорить. Да. В годы Холодной войны ведь как часто видели советскую литературу? Либо пропаганда, либо диссидентство. А Айтматов — это что-то другое. Глубокий психологизм, философия, миф и современность вместе. И при этом советский писатель. Он открывал для мира сложный образ Центральной Азии. Регионы, который для многих на Западе был, терра инкогнита, экзотика какая-то. А он показал этот мир изнутри. Его красоту, его драмы. Но ведь Айтматов — это не только литература. The Guardian много пишет о его второй жизни, так сказать, дипломатической, уже после распада СССР. Да, и это очень важный этап. О нем, возможно, реже вспоминают рядом с его книгами, а зря. Он стал послом независимого Кыргызстана. Причем в ключевых точках, как я понимаю. Именно. Представлял Кыргызстан в странах Бенилюкса, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. И при важнейших организациях – Евросоюз, НАТО, ЮНЕСКО. Много лет провел в Брюсселе, в самом центре европейской политики. И как это связано, его писательский авторитет, он помогал в дипломатии. The Guardian прямо кейсы не описывает, но логика очевидна. Конечно, помогал. Его имя знал весь мир. Он был не просто посол молодой страны, он был Чингиз Айтматов, лауреат, автор бестселлеров. Двери открывались легче, надо полагать. Думаю, да. Его понимание культур, глобальное мышление, гуманизм — это же ценнейшие качества для дипломата. В 90-е, в этот сложный переходный период, он был не просто представителем Кыргызстана, он был, по сути, культурным послом всей Центральной Азии. Помогал региону выстраивать новые отношения с миром. Давал своей стране, региону вес, узнаваемость, безусловно. И вот тут The Guardian подсвечивает момент, который, мне кажется, действительно мог пройти менее замеченным, скажем, в Кыргызстане или России, про Нобелевскую премию. Да. Очень важный нюанс. Газета пишет, что в 2008 году, незадолго до смерти, его номинировали. Но главное, кто и как. Вот именно. Его выдвинула Турция. И формулировка, как ее приводит The Guardian, была «as a writer in a Turkish language». То есть как писателя на тюркском языке. Вот это поворот. Очень показательно, правда. А что это говорит нам? Ведь он писал и на киргизском, и на русском. А слава пришла во многом через русский. Именно. Эта номинация Турции, она высвечивает еще одну грань его идентичности. Он киргиз, он советский писатель, он русскоязычный автор мирового уровня. И тут же он признанная фигура огромного тюркского мира.
То есть Турция подчеркнула его пантюркский авторитет? Да, его роль как объединяющей фигуры для тюркоязычных народов. Это взгляд на Айтматова не только через советское или постсоветское пространство, но и в контексте большой тюркской цивилизации. Для Запада это, наверное, было еще одним штрихом к его уникальности. На стыке культур. Получается, вот этот взгляд из The Guardian рисует портрет человека, поистине глобального. Не просто писатель из Кыргызстана, а мост между культурами, эпохами, идеологиями. Именно так. Киргизские корни, русская литература, советская реальность, общечеловеческие темы. А потом дипломатия в Европе. Если вот суммировать его наследие, как оно видится через эту статью, то что главное? Во-первых, универсальность тем. Любовь, предательство, смысл жизни, природа, традиция и современность. Все это в яркой, самобытной центральноазиатской форме. Это да. А во-вторых, его роль первооткрывателя. The Guardian прямо не говорит о каком-то стилистическом влиянии на европейцев, но он совершенно точно сделал литературу и культуру Центральной Азии видимой, доступной, понятной для Запада. Расширил границы, как мы говорили. Да. Благодаря его книгам, переводам, его известности, его дипломатии, мир узнал о Кыргызстане, о Центральной Азии гораздо больше. Он очеловечил этот регион для Запада. Показал его сложность, духовные поиски, красоту. До него этот мир был почти неизвестен там. Да. Айтматов — это, конечно, феномен. Больше, чем писатель. Историческая личность, культурный дипломат. Человек, который говорил с миром на разных языках и в прямом, и в переносном смысле. И вот, завершая наш сегодняшний разговор, хочется предложить такую мысль для размышления. Вот вся эта многогранность Айтматова, связь с киргизским наследием, с советским прошлым, с русской культурой, признание в тюркском мире, европейский опыт. Как могут различаться его восприятия внутри Центральной Азии и за ее пределами? Как они могут меняться со временем? Какие его грани? Гуманист, певец природы, критик недостатков, строитель мостов, символ тюркского единства окажутся самыми востребованными сегодня в нашем сложном, глобализованном, постсоветском мире. Его наследие ведь продолжает жить и задавать вопросы.